Очень многие ставят цель забеременеть. Зачатие – это же не окончание, это же не результат. Если у женщины уже есть негативный перинатальный опыт, конечно, она волнуется. Уровень тревожности будет гораздо выше. Чего переживаешь? Живи ярко, интересно, продолжай родить другого. Молодая еще родишь. Как правильно поддерживать человека в таких ситуациях? Как так? Почему у всех есть дети, у меня нету, например? К цели шли двое, да, и поддерживать друг друга, да, в какие-то моменты просто быть рядом. Пренебрежение к боли человека. Ты даже родить ребенка не можешь. А перинатальный психолог тут, конечно, может даже нужнее, чем вот в до подготовки, да, чем вот потом. Перинатальная психология также изучает, что чувствует ребенок в утробе. И тут ваша мама, ваш самый близкий человек начинает кричать: помогите, вытащите, там, режьте, хоть что делать. Значит, совет родителям. Они должны следить за тем, что говорить. Эти установки ребенок делает сам. А с какими запросами чаще приходят? А я так правильно делаю, а я так вот правильно делаю, да? Хочется какое-то одобрение. Мое тело выносило и родило 4 здоровых детей. И у меня спросили опыт работы, я сказала, у меня его нету. Не работала, я была мамой. На что мне сказали, берем. Если вы смогли быть мамой, говорят, вы справитесь со всем. Анжелика, я же могу на «ты», да? Все-таки мы знакомы с тобой, и я очень рада, что ты сегодня гостишь на моем подкасте. И тема очень актуальная и интересная. О том, почему многие женщины не могут забеременеть, о том, что переживает женщина, которая потеряла ребенка. Когда у меня были съемки в Корее, врачи, оказывается, ведут статистику о том, что из Якутии в основном приезжают по суставным, да, болезням. Дальше идет онкология. И на 3-м месте это ЭКО. Причина бесплодия непонятна, неясна. Вроде бывает такое, что мужчина и женщина здоровые, а детей завести у них не получается. Поэтому я очень рада, что ты сегодня на моем канале. Хочется поговорить на эту тему, поскольку все упирается, мне кажется, в психологию, поскольку перед тем, как пригласить тебя, посмотрела тоже несколько подкастов, прочитала несколько лекций, и было это безумно интересно. Вы верно подметили о том, что действительно сейчас это стало, наверное, такая очень актуальная проблема. Если убрать, например, физиологические, да, какие-то, когда действительно женщина не может забеременеть, потому что у нее там нет трубы, да, нет там яичек, то есть это вот именно то, что связано со здоровьем. Как утверждают наши профессоры, 80% бесплодия приходится именно на психологический фактор. То есть 80% женщин, которые обращаются за помощь, за вспомогательными репродуктивными технологиями, они как раз-таки, чаще всего именно связаны с психосоматическими какими-то факторами. Сейчас очень многие врачи, даже медицина стала сотрудничать с психологами. Да, но это и к тому, что если в штате есть психологи, то это защищает и врача тоже. То есть, например, сообщить утрату, сообщить диагноз какой-то, вот, да, это же тоже для человека это как подтверждение утраты его здоровья, грубо говоря, да. И если это сообщает врач, то врач чаще всего сообщает об этом так, беспристрастно, так сказать, да, потому что, конечно, он не может умирать с каждым человеком, не может сидеть, сочувствовать. Может, конечно, там, год, полтора, потом уже включится просто защитная функция, да. Поэтому, если есть в штате психолог, то, конечно, да, вот потом подойти, поговорить, обсудить, поддержать. Вот очень хорошо то, что сейчас вот перинатальные центры у нас есть, там есть перинатальные психологи, потому что раньше же было как
ну, не у всех беременность может закончиться родами, например, да, но в палате лежат все вместе. Ну, то есть и те, кто с потерей, и те, кто с малышом, допустим, и сложно. То есть и тут уже как бы задача именно психологов в том, чтобы как-то это вот все-таки урегулировать. Вообще в целом, да, все связано с ментальным здоровьем. Вы, наверное, ведете тоже через свою практику статистику. Что больше всего становится тем барьером, который мешает зачать ребенка? Знаете, у нас сейчас очень сильные женщины, ну, такие достигаторы, да, то есть в целом общество диктует, что надо вот там закончить образование, получить карьера, да, потом в какой-то момент эта женщина понимает, так, теперь нужен ребенок, да, и достигаторство, и контроль, а тут получается, когда человек не получается забеременеть, то есть такая женщина, она же, все, у меня с первого раза, ну, по-другому быть не может, да, и не получается. И вот тут вот такая беспомощность, что ли, да. В этом случае понять, что не все возможно контролировать. То есть, и это тоже такой процесс, да, отпустить вот этот излишний контроль. Все-таки для того, чтобы стать матерью, женщина должна быть мягкой, ну, должна быть женщиной, да, готовой стать матерью. У нас же как звучит: я хочу ребенка. Да, никто же не говорит, я хочу стать мамой. Еще в то же время показывает о том, что быть мамой — это 24/7, там, убирать, там, быть включенной в своего ребенка, ночами не спать и так далее. Да? То есть не все действительно готовы стать родителями. Не все готовы, не только женщина, мужчина тоже может быть не готов. Ребенок в любом случае поменяет привычный уклад жизни. Вы уже не сможете спать в субботу, там, да, до скольки хотите, например, тусоваться, путешествовать. Это уже нужно будет все продумывать. И вроде бы человек, да, готов, да, хочет, да, но, возможно, неосознанно он не готов к тому, чтобы вот расстаться с привычным укладом жизни. Не путешествовать, допустим, не ходить куда-то, да, то есть в чем-то себя ограничивать. Но опять-таки есть, наоборот, те, которые всюду с собой ребенка, да, ну, то есть у меня тоже было такое, что мы поехали в поход, ребенку было 4 месяца, она прекрасно спала с нами в палатке, и всем было нормально, всем было комфортно, но это же зависит, опять же, от мамы, то есть если мама чувствует себя комфортно, то и ребенок ведет себя спокойно. А с какими запросами чаще приходят? Вот да, бесплодие, но если брать вашу статистику, что им мешает? Да, достигаторство, да, возможно, выбор приоритетов в другую сторону, в сторону отдыха, прожить как можно дольше классную, яркую, интересную жизнь без бытовых вот этих проблем. У женщины образ матери, он же ассоциируется чаще всего с собственной матерью. Иногда вот женщина и мама — это не тождественно. То есть мама — это уже все, вот мать. Но на самом деле это действительно большой труд. Большой труд оставаться женщиной, несмотря принимать все свои формы, да. И я не могу сказать, что даже я сама была такая, что прям вот я там так готова была стать мамой, да. Но все-таки мое тело выносило и родило 4 здоровых детей. Что может быть лучше? Да, молодец. Ну да, конечно, да. Не так, как 20 лет назад выгляжу, например, да, но тем не менее я здоровая. Я здоровая, я счастливая, и поэтому вот этот вот, наверное, миф в голове тоже немножко можно развенчать, потому что мамой можем быть и прекрасной, красивой женщиной. Значит, третья вот блокировка и нежелание подсознательно, да, быть мамой — это образ мамы, обремененной большим количеством детей, подгузников, отсутствием вот этих вечеринок, помощи мужа. Почему-то вот и потеря фигуры. И потеря фигуры, да. И почему-то чаще всего мужа, ну вот отец не фигурирует, то есть вот мать, да, хотя мужчины очень включенные. Даже с Татьяной Васильевной мы ездили на Ленские столбы с командой психологов, и я проводила там тоже лекцию, и больше ко мне подошли мужчины. Как интересно. Да, подошли папы именно. Они спрашивали, рассказывали о том, что да,
у некоторых был уже там третий, например, ребенок, и они говорят, да, со старшими мы больше работали, а вот с младшими, то есть сейчас уже достиг какого-то уровня, да, и имеется в виду финансы свободного более так, и поэтому может уделять время ребенку. И вот, а я так правильно делаю, а я так вот правильно делаю, да, но все равно вот хочется какое-то одобрение, да, как бы от специалиста. Но тут я просто говорю, вы же любите своего ребенка. Он говорит, да, прекрасно, любите. Вот этого достаточно. Любить ребенка, поддерживать его, сопровождать его. Вы прекрасный отец. И они прям такие радостные выходят. И я думаю, какие молодцы, потому что они пришли с детьми ко мне, а мамы в это время были на лекции у Татьяны Васильевны. То есть такая вот помощь. В вашей практике очень много реальных примеров, не называя имен. Мы можем рассказать какую-то историю? Если у женщины уже есть негативный перинатальный опыт, например, да, то есть были уже какие-то утраты, конечно, она волнуется, конечно, то есть уровень тревожности будет гораздо выше. И каждый раз, если женщина едет на ЭКО, и оно не получается, каждый раз для нее это будет трагедия. И тут уже, конечно, зависит от человека. То есть для кого-то, ну, ребенка же еще нету, как бы, да, ну, то есть, ну, зачатие не произошло, например, да, а кто-то действительно ехал уже за ребенком, да, и то, что даже вот не произошло, например, прикрепление, это уже как утрата, потеря ребенка, например, да, утрата собственной репродуктивной неполноценности, получается, то, что женщина не может родить ребенка. Бывает такое, что женщина, у нее уже есть старший ребенок, например, а второй ребенок не получается, да, и когда, а у меня больше, я еще сама такой позитивный человек, да, то есть я стараюсь с человеком как-то более там на позитивный лад настроить, да, но при этом, конечно, учитывая все факторы, которые у него есть. И потихоньку все равно выстраиваем, идем к цели. И тут еще очень важно, какая цель. Очень многие ставят цель забеременеть. Зачатие – это же не окончание, это же не результат. Зачатие, беременность – это начало того процесса, который будет длиться еще там 9 месяцев, да, то есть вот тут вот, что цель не забеременеть, а цель стать матерью в конце, да, ну, то есть уже все-таки родить ребеночка. Серьезно подготовиться к этому процессу. Да. Вообще, ну вот вы сейчас рассказали, затронули тему перинатальной утраты, да, это очень такой, действительно, оказывается, большой пласт работы для перинатальных психологов. Общество, когда узнает, что был выкидыш на ранней стадии, мы это всерьез особо не воспринимаем. Что, оказывается, идет внутри боль, и общество внушает, что ребенка-то по сути и не было. Ты чего переживаешь? Живи ярко, интересно, продолжай родить другого. Замени этого ребенка другим ребенком. Молодая еще родишь. Вот, да. И никто не знает, что происходит внутри этой женщины. Что происходит внутри этой женщины? Конечно, это идет процесс горевания. И если до конца этот процесс не прожит, то через какое-то время, даже вот, ну, разговаривая, например, с подругой, да, хотя уже прошло, например, 10 лет, у нее все равно навернутся глаза, ну, слезы на глаза, да, она все равно будет с какой-то вот прям горечью вспоминать об этом. Вообще, если человек вообще в целом об этом вспоминает, значит, у него еще не завершился этот процесс, то есть он длится. Поэтому что можно посоветовать близким? Быть рядом, разгрузить в каких-то бытовых делах. Да? Не обязательно надо говорить человеку: «Я тебя понимаю». Ну, чаще всего вам ответят: «Да что ты можешь понять», например, да? Ну, то есть, если у тебя не было такого опыта, как ты можешь человека понять? Нет, конечно. Вот как раз я хотела спросить, как правильно поддерживать человека в таких ситуациях? Это быть рядом, но слишком не вторгаться в личные границы. Да, то есть, потому что человек все равно будет проходить разное. Там же может быть вина. Я виновата в том, что я там не смогла выносить, например, да, или злость. Как так? Почему у всех есть дети, у меня нету, например, да, злость на близких, на мужа, например. Кстати, вот очень часто бывает, что женщина, когда готовится к ЭКО, очень много манипуляций
проходит, да, и ей же надо и там сдавать, и в гормональной терапии там проходить. Это очень много, это физически просто даже тяжело. Человек просто уже устает. И чаще говорят, а мужчина-то что? Он просто сходил, там, принес свой материал, на этом все, да. И в любом случае, если даже результат, ну, не тот, который ожидали, то есть не произошло, допустим, да, неудачная попытка, мужчина все равно как-то выдыхает с облегчением, потому что, ну, в любом случае закончилось. Ну, то есть положительно, отрицательно. Он может переживать внутри, но все равно это будет какой-то вот прям, ну, он же ждал этот момент. Мужская психология. Он тоже по-своему переживает. Он по-своему, конечно, переживает. Мужчин, кстати, всегда забывают. Но женщина, видя такое, что типа он так расслабился, ну, не получилось, да, а у женщины начинается, во-первых, еще гормональная в любом случае, да, у нее может начаться злость. То есть я так и знала, это ты не хотел, ты не настолько хотел, по тебе не видно, что ты переживаешь. Хотя человек внутри может переживать куда очень больше. Сильно. Да. Тут важно помнить, потому что все-таки в лодке двое, ну, к цели шли двое, да, и поддерживать друг друга, да, в какие-то моменты просто быть рядом. Возможно, если есть возможность куда-то уехать, например, да, то есть отгородиться, потому что люди будут спрашивать, ну что, как? Там, у нас же люди не тактичные по своей сути, да, особенно близкие. Ладно, друзья там могут промолчать, да, а близкие это обычно, там не получилось, например, девушка говорит там, ой, ну ладно, что, молодые, еще поедешь, еще родишь, ну, то есть уже пренебрежение к боли человека. Поэтому чаще, да, если нечего сказать, лучше промолчать, лучше просто помолчать. Или, наоборот, действительно, мы не уделяем внимания словам, мы, оказывается, вот так я прям прослеживаю, да, вот когда вот такие ситуации происходят, часто слышу, да, ну вот бегала она, спортом занималась, вот не уберегла, да, и прямо это говорят прямым текстом, накапливая вот это чувство вины женщине. Да, и поэтому перинатальный психолог тут, конечно, может даже нужнее, чем вот в до подготовки, да, чем вот потом. То есть помочь прожить вот все вот эти вот периоды горя, например. Да? Очень интересно, оказывается, перинатальная психология также изучает, что чувствует ребенок в утробе. Здесь даже на биологическом уровне, то есть если мама испытывает стресс, у нее вырабатываются гормоны стресса, и, конечно, они в любом случае попадают к ребенку, то есть ребенок начинает испытывать беспокойство. Раньше как было, то что, ну, ребенок же еще не родился, его пока нету. Ну вот появится, вот тогда, да, а ребенок, конечно, все чувствует внутри. Если посадить мамочек вот так вот и провести им вот тренинг, сказать, как вы думаете, ваш ребенок слышит? Все говорят, да. Как вы думаете, ваш ребенок может почувствовать вкус? Все, ну да, то есть мы едим, ребенок через плаценту, да, чувствует. Ребенок может отвечать на прикосновение, то есть когда вот к животу положили, например, папа положил, то есть вот в ответ, да, может? Да, может. Так а почему вы считаете, что он ничего там не чувствует, не слышит и не видит и так далее, да? То есть в любом случае ребенок, конечно, реагирует. Считается, что ребенок, когда находится в животе, это такая матрица рая. То есть ребенок находится в таких очень хороших условиях для себя, да, и потом переживает первый кризис, это роды. Ну, то есть, когда его начинает сжимать, то есть ему нужно проходить какой-то путь. И тут тоже очень интересно то, как каждый ребенок ведет себя во время родов. Кто-то замирает, у кого-то не идет раскрытие, например, да, кто-то стремительно торопится заявить о себе в этом мире, да, поэтому и дальше в жизни это тоже в характере даже может отслеживаться, то есть кто как родился, кто-то вот прям вот вперед, да, а кто-то там скромненько, там воды уже отошли, я еще посижу. Так интересно как бы рассказывали о том, что чувствует ребенок, ну, вот во время родов, да, и там сказали, представьте, что вас посадили в мешок. Вы сидите в мешке, вы ничего не видите, вы ничего не слышите, да, вы сидите, вам в принципе нормально, и тут вас начинает со всех сторон толкать, сжимать,
там, ну, в общем, вы понимаете, что это уже происходит какая-то небезопасная история. И тут ваша мама, ваш самый близкий человек начинает кричать: Господи, там, помогите, вытащите, там, вкалите мне что-нибудь, да, то есть режьте, хоть что делать. Ну, то есть, как, да, неподготовленная женщина. То есть, что испытывает ребенок? Ну, вот вы бы что испытывали, да? Я сейчас понимаю, как это ужасно, да. А если вас толкает, но мама говорит: потерпи, еще немножко, не бойся, я с тобой, я рядом, все хорошо. Во время родов, значит, общаться и успокаивать своего ребенка. Да. Он испытывает страх, он испытывает стресс, он вообще не понимает, что это женщина понимает, что она рожает, а он-то не понимает, что происходит. Что происходит, куда? Значит, в тот момент, в момент родов, женщина, кричащая и ругающая мужа, эгоистична в своем проявлении. Да, думает только о себе. То есть это же совсем другое, да, то есть, Господи, когда же закончатся эти схватки? Или: о, я скоро встречусь со своим малышом, я наконец-то его увижу, я 9 месяцев его носила внутри, и наконец-то сегодня этот прекрасный день, когда я увижу своего малыша. Значит, получается, к вам приходят еще до зачатия, да, с проблемами, почему у меня нет ребенка. К вам приходят во время беременности. Беременные приходят до 12 недель. Вот первый триместр, он такой, и особенно если были уже негативный опыт есть, то есть он же такой очень сложный, как бы, да, для человека, для мамочки. То есть, если была, например, замершая беременность, то есть там сердечко бьется, не бьется, там, то есть тревожность все равно повышенная, да, до 12. Потом чаще всего уже все, первый скрининг прошел, все хорошо, на УЗИ все посмотрели, женщина расслабляется. Получается, нужно максимально расслабиться, прокачать вот эту свою женственность и действительно хотеть быть мамой. Да. Все предельно просто. Все предельно просто. И еще хотеть быть мамой своего ребеночка любого. То есть чаще всего я хочу девочку или мы хотим мальчика. То есть уже ребенок еще не родился, а он уже понимает, все ждут, например, мальчика. Не соответствует ожиданиям родителей, например. Да? Это, в частности, и моя история в том числе, потому что тогда УЗИ не было. Папа очень ждал Антошку, родилась я. Ну и долгое время у меня была какая-то вот установка, что вот как бы все как у всех, а вот и я. Вот это вот и я. Как будто вот не вписываюсь вот в это вот, в ожидания какие-то. Синдром отличницы, то есть стараться быть заметной, хорошей девочкой, и это потом уже, а родители еще любят это рассказывать. Ой, а мы так смеялись, но они это со смехом говорят, да, то есть мы так ждали там мальчика, вот потом родилась девочка, мы там взяли в руки, там, и а папа потом, при этом папа потом говорит: но я когда тебя увидел, ты была такой прекрасной, и я тебя полюбил всем сердцем. Но это уже не важно, первая часть уже была сказана. Вот, поэтому, да, все равно ждать ребенка — это ваш ребенок, да, это ваш малыш. Значит, совет родителям: они должны следить за тем, что говорить. В том числе, да. Ну, то есть родители чаще всего не замечают, в том числе вот мой папа, ну, как любил меня, он так и любил. Девочка родилась, ура, девочка, он ее принял, ну, меня принял, да. А установку-то, это же я сама себе придумала, получается, о том, что, ой, ждали мальчика, оказывается, а я не такая, например, да. Ну, то есть эти установки ребенок делает сам, получается. Ну, вот. Потом начинает находить подтверждение, возможно. Ну, мы же притягиваем то, о чем мы думаем, например, да, то есть и вот таким образом уже идет наслоение. И, конечно, во взрослом возрасте, когда уже сидит женщина и говорит: я не понимаю, например, что происходит, а уже с каким-то определенным запросом, то проблема может как раз-таки вообще лежать там. Но мы же помним, что произошло у нас на работе, с мужем, в студенчестве, там или еще что-то, да, но человек чаще всего помнит себя с 3-5 лет, да, а что было тогда? Если женщина пыталась сделать аборт, но не получилось, ну, как бы ребенок все равно родился, и
чувство вины-то у нее тоже может остаться, да, скорее всего, то, что как вот я хотела, оказывается, избавиться вот от такого ребеночка, да, она его уже любит, а у ребенка осталось то, что а меня-то не хотели. Это тоже А вкладывается, меня не хотели, да. А вообще, где граница перинатальной психологии? Перинатальная психология, она изучает систему развития динамики системы мать и дитя. То есть в то время, когда вот женщина беременная, получается, у них единый орган, с плацентой, например, да, то есть они связаны с ребенком. Потом первый год жизни мама тоже ухаживает, да, второй. И так до 3 лет. До 3 лет. Почему до 3 лет? Потому что в 3 года, пресловутый кризис 3 лет, ребенок начинает говорить «я». Он себя отделяет от мамы. То есть мы уже, не мы поели, там, мы куда-то сходили, уже появляется «я». То есть это вот примерный возраст, когда ребенок уже начинает ощущать себя, то есть он личностью. Да, личностью. Ты также занимаешься и семейной психологией? Я занимаюсь семейными расстановками. Я в этом году поступила на учебу к Татьяне Васильевне Сабарайкиной, очень уважаемый психотерапевт в республике, в республике, ну и не только в республике, я думаю, да. Вообще мое знакомство с психологией, с миром психологии началось именно с нее. Я ее очень уважаю как друга, как наставника, как вообще человека, который заметно повлиял на мою жизнь. И она вот как раз-таки в своей терапии использует метод расстановок. Скорее всего, многие о нем слышали, она проводит и большие расстановки родовые, да, но у нас семейные. И мне этот метод очень понравился. Почему? Потому что он позволяет убыстрить. То есть, если тебе самой найти ответ. Да, то есть если, например, в классической психологии как происходит, да, то есть встречаешься с клиентом, просто тебе надо с ним, ну, как бы познакомиться, потом там войти, ну, вот, найти вот контакт, допустим, понять, да, там на какой-то вот на 5-й встрече уже сблизиться, начать там что-то вот о чем-то беседовать, да, то есть примерно 10 сеансов. То есть в расстановке это быстрее. То есть расстановка, она может заменить 3-5 сеансов психологу. То есть человек приходит с конкретным запросом. И если этот запрос не конкретный, он такой немножко размытый, то в ходе беседы там есть определенный протокол, мы выстраиваем, находим именно вот то, что человека беспокоит именно сейчас. И включается образное мышление, так как мы работаем на фигурках, и клиент работает сам. То есть он уже видит систему, он уже понимает, что зачем, что вообще откуда идет, да, и сам меняет. То есть ключевой, наверное, момент в том, что именно сам делает, сам берет на себя ответственность. А интерпретация тут чья идет? Клиента самого? Клиент сам. То есть тут я просто помогаю, задаю правильные вопросы, да, которые здесь важно слышать клиента. Ты училась не только у Татьяны Васильевны Сабарайкиной, твое образование, ну, первое экономическое, да, насколько мне известно, да, и окончила институт практической психологии МАТОН, проходила обучение у очень известного профессора, автора очень многих книг. Я как раз вчера прослушала лекцию, очень интересно, безумно. Как вообще проходит обучение, поскольку, когда я слышала, что там вы проходите, вот сперва отрабатываете на себе вот эти все истории, да, и это очень сложный процесс, и выжившие уже начинают практику. Интересно узнать, как там внутри, как в обучении. Ой, ИМАТОН – это одно из прекрасных событий, которое произошло со мной в моей жизни. Это альма-матер всех психологов России. То есть туда едут, стараются поехать на подготовку, переподготовку. Вообще сначала я когда поехала, у меня было такое, мы уже зашли, получается, в зал, и там все
психфак МГУ, там, СПбГУ, там. В общем, я такая сижу, думаю, надо же, уже работающие психологи, да, и практикующие психологи, и я, да, вроде как бы, казалось бы. И у меня начали спрашивать, тоже вот очередь дошла до меня, я говорю, то, что у меня экономическое образование, почему выбрала именно перинатальную психологию. Я говорю, я многодетная мама, говорю, у меня 4 детей. И профессор такой, все понятно? Он говорит, расходимся, товарищи, у нее опыта больше, чем у нас с вами. Вот. И это было, очень забавно, да, потому что я даже помню, что в банк, когда я устраивалась, в первый свой банк, на первую работу, и у меня спросили опыт работы, я сказала, у меня его нету, я готова работать, я ответственный трудоголик, но я не работала, я была мамой. На что мне сказали, берем. Я говорю, почему? Очень интересно. А директор сказала, говорит, знаете, вот быть мамой, если вы смогли быть мамой, говорит, вы справитесь со всем. Тот факт, что у тебя много детей, ты многодетная мама, помогал тебе строить твой профессиональный путь. Потому что быть мамой – это быть всем для ребенка, да, когда вот и финансистом, и экономистом, и воспитателем, и поваром. Вообще, реально же, да, это работа 24/7, нет выходных. Я прекрасно помню, что я родила, когда вот первого ребенка, и у меня поначалу было такое, мне было 20 лет, и я прям сижу и такая думаю, так, надо потерпеть, там, скоро там месяц исполнится, там, и так далее, да. И в какой-то момент я поняла, что это навсегда. То есть ребенок это навсегда. То есть у меня нет возможности вот потерпеть, перетерпеть, дождаться какого-то момента, да. То есть это вот навсегда. И меня вот это открытие как-то, если честно, как-то поразило вот на тот момент, потому что я была совсем молода, не было опыта. Я младший ребенок в семье, я ни разу не смотрела за маленькими детьми. И первый мой ребенок это мой ребенок, которого я увидела, и это было очень интересно. И уже проходя обучение в Эматоне, я подумала, если бы мне все это сказали заранее, если бы я заранее знала, как быть мамой, потому что есть школы приемных родителей. Когда люди не могут иметь детей, они решают взять ребенка из, например, детского дома, они проходят школу, с ними работают психологи, им все объясняют, им рассказывают, им приносят каталог, там, я хочу девочку там, с голубыми глазками и так далее, да. Извините, а когда ты родил, вот тебе дали в роддоме, сказали, что это твое все. На этом все, да, вот твой ребенок, ты мама, по факту. И принять, полюбить, и научиться правильно воспитывать. Да, но вот очень часто звучит вот это вот правильно, правильно, там приходит и говорит, как правильно? Я правильно делаю. Или просто любить. А я молодец, да, то есть вот очень часто вот эта вот правильность, как говорит Дональд Вуд Винникот, достаточно быть просто хорошей мамой. Достаточно хорошей мамой. Сейчас к женщине очень много требований, да, то есть раньше достаточно было то, что ребенок сыт, поел, гуляет, там, все. А сейчас, надо его на 100-500 кружков водить, там, а вы занимаетесь по какой-нибудь там методике? Нет? Как так? Вам же уже 3 года, там, например, да, и у женщины как будто она вот отстает от общества, да, вот эти вот очень-очень много долженствований. Но мы же с вами понимаем, это бизнес. Бизнес просто деньги. Ты не купила там какую-то обувь для первых шагов. Как у тебя ребенок будет ходить, у него нет обуви для первых шагов, и все рвутся купить, потому что, тем более у нас Якутск модный, передовой в плане тенденций, вот, поэтому, конечно, все стремятся быть вот прям очень-очень идеальной мамой, и сами от этого устают, и если она чувствует себя не идеальной, она очень хотела, да, но кто виноват в том, что она не идеальная мать? Ребенок. Чаще всего ребенок, да, и претензии идут к ребенку. Если не к ребенку, то к отцу, к мужу, да. Поэтому здесь тоже можно и работать с семьей в том числе.
Мы про перинатальную утрату тоже поговорили, да, очень хороший совет прозвучал по поводу того, что для меня вот тоже открытие, да, открытием стало то, что я не знала, как утешать людей, и до сих пор не знаю, как утешать людей. Мне кажется, вот нужно подержать за руку, да, мне нужно вот обязательно присутствовать в его жизни, очень тесно, близко. А оказывается, даже быть рядом, но не вторгаясь в личное пространство, ну, допустим, там, разгрузить быт, как вы сказали, да, как ты сказала, вот это прям очень правильно, да, допустим, там, повозиться с ребенком, да, если или, есть да, ребенок. если есть, да, либо вообще оградить вот полностью ее от забот или его, да, то это, конечно, большая помощь. Также тоже вот прочитала вчера в интернете, очень многие люди не понимают, оказывается, вот когда люди готовятся к ЭКО, это же большой стресс. И вот они тихо переживают, хотят, чтобы получилось, а мы тут говорим о детях, о том, что... И еще рассказываем о неудачных опытах этого ЭКО, еще раз подтверждая и вот сеем зерно сомнения, да? Как это делать? Усилить положительную историю, отслеживать свой мыслепоток, как? Ну, в любом случае не может же быть только положительное или только отрицательное. То есть тут все равно баланс. Да? Если это близкий человек, и вы знаете о том, что готовится к ЭКО, да, идет подготовка, это в любом случае действительно это и физически тяжело, потому что человеку нужно получать там столько уколов, различных манипуляций и так далее. Морально тяжело. Морально тяжело, потому что все взгляды, казалось бы, устремлены, да, вот ко мне приходила девушка, у которой она сказала, что она последняя надежда семьи на то, что ребенок родился. Я говорю, и как вам нести эту ответственность? Да. Она говорит, я с ней справлюсь. Сильная женщина, да? Но, конечно, это тяжело. И быть, да, возможно, вот если это близкая подруга, да, то можно вообще не касаться этой темы, не спрашивать, ну что ты там, что там у тебя происходит, да. В любом случае чуткость какая-то все равно должна присутствовать, я думаю. А так у меня тоже есть подруги, которые пережили ЭКО, и дети уже большие, но при этом мы обсуждали эти моменты о том, что типа вот как-то, она говорит, ну а что я сделаю? Говорит, ну у тебя уже есть дети, говорит, и что теперь? Говорит, конечно, мы будем и детей обсуждать, да, то есть тут невозможно изолировать человека, чтобы у него только положительный опыт был. Кстати, некоторые сами добровольно изолируются, то есть они перестают общаться с токсичными людьми, да, то есть и вот меньше общаются чаще всего не с подругами, а с близкими. То есть, может быть, это была мама, например, может быть, это тетя, да, то есть, ну, в общем, кто-то из семьи, которые могут напоминать, ты даже родить ребенка не можешь. Ну, то есть, это жестоко, вот это жестоко, да, то есть человек и так готовится, ему и так тяжело, и если вот еще и такой вот укор звучит, то это просто уже подкашивает. Конечно, как-то ожидаемо, что самые близкие, вот семья должна поддерживать больше всего, да, но бывает, что нет. И бывает, что лучше вообще отойти от семьи и заниматься уже своими делами. В нашей культуре даже лекари, шаманы, да, тем, кто хотел завести детей, они просто давали завернутое в пеленку полено и говорили, чтобы в течение месяца, да, или в течение какого-то определенного периода времени научились нянчить и ухаживать как за настоящим ребенком. После этого я верю в психологию, поскольку действительно, да, все идет из головы. Потому что именно в этот момент человек сначала будет, я должен ухаживать за поленом, например, да, то есть зачем, и так далее, там, когда-то забыл и так далее. Но потом тогда мышление начинает меняться у человека, он уже понимает, что как будто вот как ребенок действительно, да, и таким образом
ну, возможно, притягивает к себе вот эту вот готовность к тому, что да, мозг понимает, ага, готов, готов стать родителем. Поэтому, если не с полена, то некоторые берут домашних животных. Да, кто-то часто же есть такое, что усыновили ребенка, потом уже родился свой, например. Такое же тоже есть. Ну, очень часто. Я писала дипломная работа, у меня была материнство в Якутии. И как раз таки там этнопсихология, вот различные моменты я как раз изучала и раскрывала. И действительно же, вот раньше же было, берут ребенка, например, отдают, да, бездетной семье, потом там у них ребенок рождается, например. Обрядов много. Вообще у нас в культуре беременную женщину и родившую женщину оберегали. Очень много было обрядов. Там. Это вот впоследствии почему-то сейчас считается, что подгузники есть, посудомойка есть, стиралка есть, и женщине не нужна там никакая поддержка, например. Поддержка все равно важна, особенно в послеродовый период. И я даже и не думала, что, например, вот только пройдя обучение, я поняла, что и у меня, оказывается, были признаки послеродовой депрессии. Хотя вроде казалось все нормально, да, но нет, были. А как это проявляется? Послеродовая депрессия, конечно, она может проявляться очень ярко, ну то есть именно в плане того, что есть женщины, которые хотят причинить вред своему ребенку, и тогда такая женщина, ну, уже просто опасна, да. Здесь, опять же, нельзя сказать, мы обсуждали эти вопросы вот с коллегами, здесь нельзя сказать о том, что это вот женщина, вот, ну, прям, общество же осуждает, типа, как можно было так поступить с ребенком. Были же случаи, когда там женщина выкинула ребенка там куда-то, например, да? Кошмар, да. В этот момент, если вот человек находится вот глубоко вот в этой депрессии, да, мозг воспринимает ребенка как агрессора. То есть это просто агрессор, то есть от которого нужно избавиться. Ну, ясно, понятно, что это речь идет не о здоровых женщинах, да, но мы живем в обществе, там, где люди с разным психическим здоровьем находятся, да, то есть и в какой-то момент вот женщина стала опасной для своего же ребенка. Это гормональная история или какая-то наследственная? Тут, если вот прям говорить про опасность такую вот, да, прям критичную, то, скорее всего, нет. Там есть психические, скорее всего, отклонения. Вот. Которые проявились после родов, потому что гормональные идут, и в целом уровень как бы стресса повышенный, да, и вот в это время как бы могло проявиться. А если мы говорим о бытовом, о том, как чаще всего происходит, да, послеродовая депрессия, то усталость, апатия, ничего не хочу, там, да, ну вот какое-то такое. Кстати, и ребенок может показывать. У ребенка, например, может быть высыпания какие-то. Ребенок отражает состояние матери. То есть, если ребенок в высыпаниях, он не очень привлекательный, ну, грубо говоря, для своей матери, да, то есть ребенок показывает, чтобы она его не брала, как бы. Понимаете? То есть отражение идет, то есть женщина устала, и ребенок всем своим вот этим вот кожными высыпаниями может показать о том, что ей, она устала, действительно, ей нужна поддержка, потому что вот ребенок. А это не говорит о том, что наоборот ребенок заболевает, чтобы быть ближе к маме? Больше нуждается в любви мамы, поскольку садовский период, когда ребенок очень часто болеет простудными заболеваниями, это сигнал о том, что привлечь внимание, да, и не может вот пройти вот эту небольшую сепарацию. И он просто показывает состояние матери. Вот. А в детском садике ему действительно может быть плохо, и он действительно может болеть для того, чтобы находиться дома с мамой. Я могу здесь поделиться даже своей историей. Да? У меня, когда родился 4-й ребенок, родился сын, они младше у меня погодки, то есть у меня младшей дочери год, у меня младенец на руках, и у меня средняя
Старшая дочка в 4 классе, средняя в 1 класс поступает. То есть выпускной, 1 класс ребенок проходит адаптацию, ей тоже тяжело. У меня годовалый ребенок и младенец. Это было тяжело. Это было очень тяжело, и у сына были, вот действительно, у него были высыпания. Он не спал. Он не спал, я не спала. В общем, мне было так тяжело на тот момент, что я просто позвонила родителям своим, они жили на тот момент в другом городе, и сказала: приезжайте, помогите мне. Ну вот просто попросила помощи. Но я, конечно, не ожидала, что они прям уволились, взяли все вещи и переехали к нам. Самое интересное, на 2-й день все высыпания у ребенка прошли. Дедушка, конечно, сказал: это череда. Типа искупал там 1 раз ребенка в череде, и все прошло. Люди советского, да, воспитания. Я поняла, что тут все-таки я просто выспалась. Я просто выспалась, отдохнула. И родители очень сильно поддержали меня в этот момент, потому что я сама бы не справилась. Вот это вот разгрузить, да, бытовыми очень важно. Просто для того, чтобы не было вот этой послеродовой депрессии, да, очень важен сон, полноценный сон. У любой мамочки спросите: о чем ты мечтаешь? Никто не скажет: я мечтаю там о машине, там, они скажут: я хочу выспаться. Все хотят спать, да, и родители мои вот в тот момент, они обеспечили мне полноценный сон, и постепенно жизнь в доме мы наладили. Почему ты выбрала перинатальную психологию? Почему именно это направление? Тебе было интересно узнать свой путь, либо все-таки были вопросы в момент зачатия, в момент планирования беременности, поскольку говорят, что не то чтобы здоровых психологов не бывает, да, но психологи идут именно собственными вопросами. Да. Вообще я всегда мечтала быть психологом. Я в детстве, мы вот недавно с мужем об этом разговаривали, кто чем занимался в детстве. У меня муж был спортсменом, вот, он говорит: а чем занималась ты? Я все думала, а я гуляла. Он говорит: в смысле гуляла? А я вспоминаю то, что я гуляла с друзьями, но в этот момент мы обсуждали их отношения с одноклассниками, их отношения у кого там парень, девушка только появились, отношения с родителями. Я даже вспомнила моменты, что я ходила к родителям своих друзей и о чем-то с ними разговаривала. Ну, в общем, зачем, да? Но зачем-то мне это было нужно, и мне это было очень приятно. Я видела результат своего труда тогда, то есть выходила помогала людям выходить из каких-то конфликтных ситуаций и так далее, да? То есть мне это нравилось, не сам факт того, что но мне нравилось вот это общение. Но так как я была отличницей, а на тот момент на психологов учили в педагогическом, по-моему, институте, а у меня была очень такая мощная установка, что в пед поступают те, кто никуда не поступил. А я, так как я отличница, красавица, умница, то есть мне надо идти туда, куда престижно. Я поступила в экономический. Вот. Сидя в декрете, как в декрете раскрываются способности женщины, да? Женщина наконец-то находит время для себя, наедине со своими мыслями, я подумала, что, я же хочу быть психологом. И начала этим интересоваться, познакомилась с Татьяной Васильевной. Собственно, Татьяна Васильевна меня и направила в Эматон, то есть я у нее спросила, куда мне пойти учиться, она говорит: конечно, туда иди. И почему перинатальная психология? Наверное, потому что, да, у меня 4 детей, я в этой теме, наверное, хотя бы опытная. Дети рождены были в 2 браках, то есть в разных браках, от разных мужчин, в разных семьях совсем. И мне есть с чем сравнить, действительно, опыт есть. И мне было интересно, откуда все начинается. То есть все же человеком, как кто-то говорил же, человеком становится не тогда же, когда ты там человек, например, да, а ты когда уже зародился, ты уже человек. И что идет, откуда идет, как происходит, мне, конечно, это было очень интересно. И поэтому, да, учеба на перинатальной психологии, она пролетела просто очень быстро, насыщенно. Были моменты, когда там какая-то лекция, профессор рассказывает, и я такая:
я столько ошибок допустила, ой, 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 там этот. И мы там все бежали к профессорам, ой, а что делать, а что делать? Они так, дети здоровы? Мы такие, да. Значит, вы справились, молодцы. То есть здоровье ребенка, да, это показатель, то, что ребенок здоров, ребенок ничего не показывает, мама спокойна, значит, все хорошо. Многодетная мама, поделись своим опытом с мамочками. Тоже сейчас в Якутии тренд. Все многодетные, очень много многодетных мам среди даже молодых, да? Среди молодежи 30-35 это прям ядро, уже многодетные мамы. И как вот выстраивать отношения с мужем? Как с ним быть в контакте? Это же очень важный момент. Очень важно. Мужа надо желательно включать еще на моменте беременности, да, то есть не отодвигать его, а вот положить руку, а вот наш папа пришел, там, да, то есть чтобы мужчина не чувствовал, что вот он отдельно. Когда у женщины появляется ребенок, конечно, она больше проводит время с ребенком, ребенок заплакал, она пойдет к ребенку, она уже, да, то есть вместе купать, то есть мужчина же, ну, то есть по факту ему вот ты стал отцом, то есть он же, ну, не рожал как бы. Так работает энергия. Да, так работает энергия. Дети, ребенок пришел, хороший знак. Да, хороший знак. Конечно, и тогда папа будет более включенным. Но это же общие дети, общая семья. В семье двое. Изначально семья же появляется не тогда, когда ребенок появился. Двое – это уже семья. Потом у них появляется ребенок, да, следующий. Здесь, наверное, важно не забыть о том, что вы только мама и папа. То есть у нас же как папа, мама, да, ну то есть мама-та, папа-та. Вспоминать о том, что все-таки вы когда-то были просто, да, влюбленными друг в друга, проводить время вместе чаще, куда-то выезжать. Нам дети устраивали этот ужин при свечах романтический дома. Молодцы, они какие. Сами готовили кушать. Конечно, ну, они готовили там, яйца сварили, там, хлеб с вареньем, с любовью. Что могли. Но они при этом, вот кто-то повар у них, ну их же много, они такие идейные были. Прям там кто-то повар, кто-то официант, свечку ставят, зажигают, садитесь. И при этом они не мешают, они дают нам поговорить, быть вот друг с другом. В многодетной семье зато, мне кажется, не бывает вот этих вот осенняя хандра, например, да, не расслабишься. Постоянно ты находишься в каком-то движении, да, все равно дети уже, им куда-то надо, их куда-то надо вести, ты постоянно находишься в каком-то вот движении, с кем-то общаешься и так далее, просто на это нет времени, на то, чтобы хандрить. Как ты часто включаешь психолога, вот, профессиональное, поскольку где вот заканчивается граница, да, где ты мама, где ты жена, играешь ли ты в обиды, идешь ли на поводу у своих гормонов, и где ты включаешь психолога? Ну, конечно. Потому что общество же требует, если ты психолог, даже вот бывает такое, что медийные психологи ведут соцсети, и люди начинают предъявлять претензии. Ну ты же психолог, отреагируй нормально. Что ты вспылила? Нет, конечно, потому что она в этот момент мама, а не психолог, да, это просто так смешно было, потому что у меня старшая дочь, я тоже что-то вышла из себя, а мне старшая дочь, мама, вспомни, ты же психолог, я говорю, нет, уж, дорогая моя, сейчас я мама, говорю, вот. Но детям очень интересны вот эти вот разговоры о психологии. Я не обсуждаю какие-то клиентские случаи, конечно, да, и вообще я стараюсь о них, не то чтобы стараюсь, я вообще о них забываю. То есть я вот поговорила с клиентом, да, вышла, и я не думаю об этом там целыми днями и так далее, да. Но разные ситуации, когда дети приходят со школы и рассказывают там,
вот у нас там было там то, там, допустим, да, или там вот этот мальчик, он там бьет, например, да. Я говорю, ну вот ты кого-нибудь бьешь? Он говорит, нет. Я говорю, ну как ты думаешь, а если бы мы тебя били дома, ты бы била других? Может быть. Я говорю, ну так, а может быть этому ребенку плохо, говорю, дома? Ну как ты можешь вот так вот судить? И уже уровень агрессии к этому ребенку падает, уже так, а оказывается, может быть по-другому, ну то есть, может быть, этому ребенку наоборот нужна помощь, вместо того, чтобы… Рисуешь другой сценарий восприятия. Да, то есть показывай немножко вот с другой стороны. Очень интересно, детям нравится вот сидеть, вот это вот обсуждать. Тогда ты только в кабинете психолога включаешь психолога. Сейчас, да. А раньше? А раньше хотелось поучать. Раньше было с детьми, ладно, с детьми нет, а вот с близкими, там, с подругами, например, да, там, причинить добро, догнать еще, причинить добро, потому что ты же понимаешь, как это должно быть, да, видишь эту ситуацию, а человек не готов. И да, были такие моменты, и мы когда заканчивали, нам говорили, что вы наступите на эти грабли. Нет, нет, конечно, нет. Конечно, да, в любом случае, да. Потом уже сейчас, нет, наигралась, наверное, у психолога. Я романтизировала профессию вашу, да. Мне тоже очень нравится общаться с людьми, коммуницировать, но потом поняла, что в моей профессии гораздо приятнее общаться, поскольку если идет тема, ну, в смысле, сфера авторского телевидения, да, и авторских вот этих подкастов, да, мы приглашаем туда, с кем нам интересно общаться. В вашем случае история другая. Приходят разные истории, в основном приходят с запросами и с проблемами, с нерешенными. И не было случая вот проникнуться очень сильно и протащить это потом через несколько дней, так сопереживать человеку. У меня такое… Потому что же истории очень разные, тем более перинатальные утеря, очень, ну, разные истории, да, вот послеродовая депрессия, да, такие последствия тоже. Конечно, важна супервизия, да, то есть туда, куда ты можешь прийти, поговорить, высказать, то есть то, что тебя всколыхнуло, например, да. В любом случае, конечно, в терапию, ну вот именно работать с клиентом идешь уже после того, как ты проработал свои травмы, потому что нас же трогает то, что есть в нас, то есть проработать свои, проработать себя, да, чтобы ты понимаешь, о чем говорит этот человек, ты сопереживаешь этому человеку, но вместе с ним, обнявшись, там, не плачешь, например. Хотя в практике бывает, рассказывают такое, что бывают люди, которые вообще не плачут, ну, не позволяют себе, да, и тогда психолог может заплакать для того, чтобы вызвать эмоции у человека. Ну, то есть тут по-разному. Это, наверное, каждый выбирает для себя. У меня еще не было такого, чтобы я вот прям очень настолько глубоко в себя вот это вот взяла, да, то есть стараюсь относиться к этому как к работе. А если вот есть какие-то вопросы, то на супервизию выношу. Татьяна Васильевна ходит? Татьяна Васильевна. Разгружаетесь? Да, но это редко. Интересно, к кому ходит Татьяна Васильевна сама? А я знаю. Хорошо. Каждому психологу нужен психолог, да? Да. Ты всегда выбираешь быть в хорошем настроении. Подмечаю не только я, подмечают и многие другие. И поэтому ты неспроста у меня сегодня в гостях в подкасте, потому что хочется сеять хорошее, доброе. И сколько не поговорить о существующей проблеме, но и также как настроиться. Вот ты же говоришь, у тебя 4 детей, бывают не очень хорошая погода, бывают разные случаи, которые выбивающие из колеи. Как ты перенастраиваешься? Ты намеренно это выбираешь, либо все-таки какие-то практики, может, у тебя есть? Вообще, конечно, хорошее настроение – это правильно подмечено, это ежедневный выбор. То есть это
я не могу повлиять на погоду, я не могу повлиять на людей, которые вокруг меня там находятся, но я могу повлиять на себя. Единственный человек, на которого я могу повлиять. Вообще в жизни разное было. И я помню, что был такой тяжелый период жизни, и как-то так получилось, что я просто вышла и на улицу, да, и села. И сижу, как сначала просто сидела там какое-то время, потом начала смотреть на людей и поняла, что ну вот, да, вот у меня сейчас как что-то происходит в жизни, но жизнь продолжается. Ну, там кто-то с ребенком куда-то идет, кто-то вот идет, разговаривает, там вот семейная пара идет, за руки держится, видно, что уже там пожилая, например, да, думаешь, вот как они пронесли там эту любовь там через года и так далее. И вот в контексте всеобщего мира, как будто бы, ну и что, вот сейчас плохо. Ну, такое тоже бывает, не всегда может быть хорошо, например, да. Самое главное здоровье. Самое главное здоровье. И тогда как-то вот мне становилось легче. Я для себя сделала такое вот, приняла свое решение, что я буду стараться быть на позитиве. Ура, дождь! Ура, снег! И дети, кстати, это перенимают. То есть для них это уже, они не видят проблем вот таких вот, что типа, ай, мокро, холодно и так далее, да. Идет снег, окей, берем ледянки, идем кататься, например, на горках и так далее. И это все вот как превращается уже больше как в игру, что ли. Иногда бывает такое, что у меня еще есть подруга, она живет в Краснодаре, и я когда-то, она мне позвонила, я говорю, слушай, говорю, у меня столько дел, говорю, а мне так не хочется ничего делать. Она говорит, а чего хочется? Я говорю, хочу накраситься и на улицу идти, говорю, гулять и улыбаться. И она говорит, одевайся, иди, может, кому-то нужна твоя улыбка. И я вспомнила себя тогда. Может быть, действительно, мне важна была, вот, может быть, я сидела и ловила улыбки людей, улыбки тех, у кого хорошо сейчас в жизни. И она говорит, иди, может, кому-то нужна твоя улыбка. И как-то мне вот это вот очень сильно зашло. И сейчас я, когда иду по улицам, я широко улыбаюсь, да, потому что все прекрасно. Может быть, какие-то, конечно, моменты есть, но ничего страшного, переживем. Главное, я здорова, дети здоровы, муж здоров, да, родители живы, здоровы. Все, а остальное это просто вот ежедневная работа над собой. А потом это становится привычкой. У меня еще было такое, что это я сейчас очень много со всеми общаюсь, разговариваю. Был период жизни, когда я особо ни с кем не общалась. Была-то какая-то закрылась в себе, в своей вот этой вот жизни, так сказать, да, закрылась. И вроде бы и рассказать кому-то, как бы не расскажешь, да, и решить сама тоже вроде как и не могу решить. И совета спросить не у кого. Может быть, если бы тогда было модно к психологам ходить, почему-то я тогда как-то особо не думала об этом, то есть мне было бы полегче. А так вот я для себя просто в тот момент выбрала, да, живем и решаем вопросы по мере их поступления и работаем с тем, что имеем. Твои правила жизни, которым ты следуешь и придерживаешься? Наверное, самое главное, чтобы было хорошо и мне, и другим. Ну, то есть не эгоистично поступать, да, только потому, что мне это нравится, например, да, а учитывая мнение другого человека. То есть I'm okay, там you okay, да, детей тоже этому как бы учу. И все-таки, наверное, самое вот в моем понимании, наверное, миром правит любовь. Если ты любишь своего дела, если ты любишь своего мужа, если ты любишь своих детей, то все прекрасно, не может быть по-другому, да. То есть и все делать, исходя из любви. Приходит клиент, так ты сначала, грубо говоря, душой полюби клиента, постарайся захотеть ему помочь. Да, и если это все упрется просто в деньги, так,
ты там мне 15 тысяч принеси, тогда я решу там твой вопрос, да. Стоит 15 тысяч? Нет, нет, например, говорю. А то я думала, узнали расценки. Нет, вот. Но то есть, чтобы не только деньги, да, то есть тут нечто большее, наверное, вот. Поэтому, скорее всего, да, вот больше вот именно действовать из любви. Быть в хорошем настроении, быть в моменте, выбирать жизнь, та, которая здесь есть, ценить то, что есть сейчас. Я скорее сделаю, чем буду потом жалеть. То есть для меня вот важна скорость какая-то, да, скорость в принятии каких-то решений. Я не могу находиться в сомнениях вот долгое время. У меня просто вот колоссальный слив энергии на это идет, поэтому все четко. Может быть, кстати, и поэтому я действительно многодетная мама, потому что многодетные семьи чаще всего очень дисциплинированные. Все расписано, все четко, все по графику, да, все понятно. Возвращаясь к началу нашего разговора и подытоживая наш разговор, что ты посоветуешь тогда мамочкам, которые очень хотят быть мамами, очень хотят, чтобы у них появился дома ребенок, но что-то им мешает? Есть такая классная книжка, она написана очень таким легким слогом, называется «Как мамочка за счастьем ходила». И там в форме сказки очень хорошо разбираются вот эти вот моменты. Она такая выдуманная, это действительно сказочная такая история. Там вот о том, как женщина готовилась стать мамой. Но, прочитав эту книжку, все равно появляются какие-то осознания. Поэтому, в принципе, если нет возможности вот прям идти к психологу и так далее, да, то есть можно вот пока вот почитать, побеседовать и так далее. И все-таки должна быть ценность самого ребенка, это не должно быть какой-то гонкой, что вот просто обязательно любой ценой, допустим, да, хотеть быть мамой, действительно, это сложно, быть мамой нелегко, но это счастье. Спасибо большое, Анжелика, за интересную беседу. Очень надеемся, что кто-то, возможно, услышал тот самый ответ, который искал. Здорово и прекрасно то, что ты живешь с любовью к жизни, к детям, к людям. Это самое важное в работе психолога. Да. И очень здорово, что ты несешь вот этот свет. Пусть благодарных клиентов будет больше в твоей практической профессиональной деятельности. Ну и надеемся, что мы встретимся снова, потому что каждый определенный отрезок времени для каждого специалиста – это его профессиональный рост, это новые знания, это приобретенный новый опыт. Поэтому мой канал открыт для тебя. Приходи, будем рады. Благодарю за очень интересную беседу.